Айнура Мусаевна, у вас есть вопросы? Есть, Ваша честь. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, ну, кстати, по поводу последнего вашего комментария, вам не кажется, что в Кыргызстане более 80 национальностей живет, и поэтому как бы вот в целом нужно подходить с точки зрения равноправия каждого, как бы вот. По поводу вопроса, значит, вам не кажется, что вот вводя такого рода ограничения, законодатель нарушил принцип соразмерности, потому что, вот вы говорите, забота в отношении женщин, это понятно, цель вот этих законодательных ограничений Трудового кодекса, она ясна, в принципе, но вам не кажется, что вводя рода вот в целях заботы в отношении женщин, по сути, законодатель ведь лишил, и вот эти ограничения практически закрыл доступ на реализацию трудового права, именно трудовых прав для женщин, как бы заботясь, им поставили вот этот запрет, и они фактически не могут реализовать свое право. Просто вытолкнули это право под предлогом заботы, это понятно, но времена-то меняются, и с точки зрения того, что фактически этот запрет, он не работает. У нас люди работают на этих профессиях, и я вам даже покажу видео, где женщины работают. Вам не кажется, что принцип соразмерности здесь был нарушен законодателем при введении вот этих ограничений? Ну, введя ограничения, то есть преследовали же благие цели, и вопрос соразмерности, он же субъективный фактор, то есть оценивается каждым раздельно, но именно вот эти ограничения вводились с наилучшими благами, наилучшими целями. Вопросы соразмерности, если действительно ваш клиент электромонтер, там, какие... Высотных работ. 19861, да, позиция? Да, монтажных работ. Я же говорю, данный список, он должен быть как живой организм, и каждый раз государство должно стремиться убирать оттуда вот те профессии, где женщины могут себя реализоваться, но перечень все равно должен быть, где, например, есть работы, которые мы не можем заменить, и доступ к женщинам должен был ограничить. Я здесь повторю, что именно вредных, тяжелых профессий именно для женщин. Я понимаю, что и мужчины должны тоже работать в безопасных условиях, но в данном случае мы все-таки государство социальное, мы озабочены своим будущим, и поэтому этот список должен сокращаться, меняться, роботизироваться, автоматизироваться, но все-таки мы считаем, что этот список такой должен быть, где нельзя, есть определенные профессии, когда женщину не нужно допускать в ее интересах и здоровья. Нет Есть вопросов. еще вопросы? Нет вопросов, Ваша честь. Уважаемый судья, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вообще логика государства, обращающая сторона, когда выступала, она приводила примеры, когда говорилось о том, что государство дает право на образование, в то же время получая этот гражданин, вернее, женщина, которая получила образование соответствующее, не может реализовать свое право на труд. Вот насколько логика государства или чиновников, которые разрабатывали определенные акты, да, которые регулируют эти вопросы, какова была их логика? Ну, в данном случае, получается, пример, который Айнура Мусаевна привела, это касался, здесь же речь идет о том, что она электромонтер, да, она была? Электромонтер, да, она получила эту профессию, но ее не допустили там в определенной, скажем, компании на высотных работах, но есть же другие, то есть ты если получаешь профессию юриста, у нас же нет юриста там именно там в Верховном суде, если юристом где угодно можешь, также ты можешь работать, реализоваться в другой сфере, но именно где есть там риски, высотные работы, монтаж электролиний, доступ, да, то есть здесь я вижу, что да, есть ограничения, но я же как до этого говорил, что именно ее не допустили. Во-первых, в принципе, ссылаясь на это постановление, я просто документов не видел, я поэтому говорю, что мы считаем, что она могла в другом месте найти работу. Если ей отказали,
я считаю, что в данном случае это действие, которое во благо. То есть я еще раз повторю, что этот список должен быть как живой организм, если нет необходимости каждый год или там по определенный период пересматриваться в целях улучшения, расширения допуска женщин к профессии. Ну, вот к вашим словам, что этот перечень должен через какой-то период пересматриваться, Сокращаться, да, с допускать. учетом автоматизации Да, и так роботизации. далее, труда, да. Тогда вот в течение 10 лет правительство не обновляло, скажем так, да, вот 12 числа, В 2012 году было последние изменения. последние изменения. Да, значит, в течение 10 лет у нас никаких каких-то улучшений в сфере труда не было. Это логика, опять же, правительства, которое устанавливает этот перечень. Не было возможности пересматривать, или у нас в производстве нет таких вот возможностей или автоматизации, чтобы пересмотреть этот перечень. Нет, Вот в ну связи я с думаю, чем? за 10 лет В связи прогресс. с чем? Да, в связи с чем правительство не пересматривало этот перечень, даже есть рекомендации ООН, а обязательства свои мы должны выполнять, даже если это в форме рекомендаций, мы должны это как-то делать, оптимизировать свою работу. В связи с чем вот такое вот отношение правительства к этому перечню? Ну, я считаю, что вопрос правильно поставлен. За 10-12 лет или там даже за 20, там два изменения всего. Конечно, прогресс шагнул вперед, этот список должен. Я думаю, на этот вопрос лучше ответит представитель уполномоченного государственного органа, который правительство поручено в виде вопроса вести учет профессий, Министерства труда, охраны труда, Польши, да. Но в части то, что да, вопросы есть, потому что этот список должен соглашаться. Я сейчас четко почему с 2012 года государство не пересматривало. Больше, я говорю, уполномоченный государственный орган, который в этой сфере работает, они лучше ответить. Здесь у меня Еще нет вопрос. У меня к вам один вопрос. Ну, вы сами признаете, что этот список должен быть как живой организм. Вот что должно произойти или на каком уровне этот вопрос должен решиться, на ваш взгляд, как представитель Кабинета министров, так, чтобы эта работа все-таки носила какой-то системный характер? должно быть изменение. То есть мы Не, я здесь все смысл признаем, да, Нет, что я да, понял, это должно быть, наверное, изменения внесены в само постановление, что уполномоченный, там вот в самом из постановлений посмотрите, когда Муралиевым подписано, контроль за исполнением возложен на уполномоченный государственный орган в области охраны труда. Там, написано. Можно я возьму? Что это предполагает? Нет, я говорю, вот здесь какую написано. периодичность, скажем так? Возложить вот это на слово, уполномоченный хорошо, государственный вот орган в это сфере слово охраны. что предполагает вообще? Ну и здесь же я периодичность? предполагаю, что допустить, чтобы данный список подлежит пересмотру со стороны, там определить какие-то разумные сроки. То есть здесь же, изменив это же постановление, чтобы предложения вносились с определенной периодичностью. Я говорю, вот путь разрешения. То есть само постановление должно быть пересмотрено. Вот я как раз об этом и спрашивал. Да. Каков путь? Ну, в разрешения самом ситуации? постановлении возложить на уполномоченный государственный орган пересматривать, там, я не знаю, ежеквартально, ежегодно, чтобы в целях улучшения, расширения допуска женщин к профессии. Чтобы эта работа просто не оставалась, так скажем, Да. совершенно бесконтрольной, без каких-то... Здесь же в самом постановлении Мгм. необходимо Ну, всё. возложить. Спасибо, присаживайтесь.